Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем мужчину, который в Нижнекамске высматривал девочек без сопровождения взрослых. Очень страшно за наших детей. Что рассказали сами девочки. Расскажем, как в Лениногорске сегодня утром заживо сгорел хозяин дома, и о гибели мужчины у железной дороги на улице Васильченко. Странный случай. А также задержание водителя БМВ, скрывшегося от автоинспекторов по встречной полосе Кремлевской дамбы. И по какой причине девушка на прямой ровной дороге врезалась в забор. Говорит, что я ничего не видела, я ничего не знаю. Это и не только прямо сейчас. В Нижнекамске задержали безработного 46-летнего мужчину. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 2 7-летних девочек. По некоторым данным, он предлагал детям непристойные вещи днем прямо во дворе дома. Малышей он подкарауливал на детских площадках. Очень страшно за наших детей. Это средь бела дня в субботу. Как средь бела дня мужчина приставал к детям, запечатлела камера видеонаблюдения. Подходил к тем, кто был без взрослых, а затем, как рассказали позже сами девочки, предлагал им непристойные вещи. Этот мужчина, даже сложно его мужчиной назвать, конечно, стоял сбоку дома, получается, и смотрел, как дети уходят в пятерочку. Он, видимо, заметил, что за ним смотрят. За ними уже не пошел. Но дети были очень перепуганные, как она сказала мне. Свекровь этой девушки спасла от него 2 детей. Испуганные малыши подбежали и просили вызвать полицию. Сказали, что за ними идет странный мужчина. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний местный житель, который от дачи показаний отказался. Судя по всему, мужчина приставал к детям в разных районах города, пока в числе пострадавших только 2 7-летние девочки. В настоящий момент Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать на аресте. Айгуль Бодрудинова, Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев. Вызов 112. 62-летний мужчина сгорел сегодня в своем доме на улице Советская в селе Зай-Каратай Лениногорского района. О пожаре стало известно в районе 10 часов утра. Огнеборцам потребовалось около 12 минут, чтобы полностью справиться с пожаром. Во время разбора завалов на пороге дома они обнаружили тело хозяина. Причина пожара устанавливается. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Бездыханное тело мужчины обнаружили минувшим вечером рядом с железнодорожными путями на улице Васильченко. Лежащего в крови человека увидел машинист проходящего поезда. Он и сообщил об увиденном. Обслуживающие пути сотрудники железной дороги подтвердили, машинисту не показалось. И, опираясь на трагичный опыт, сказали, человек погиб явно не от наезда поездом, как можно было бы предположить. О версиях Юлия Гоголева. Странный случай. Он по долгу службы обязан выезжать на все происшествия у железной дороги. Говорит, их немало, поэтому со временем уже стал более-менее точно определять, что же стало причиной смерти. В этом случае, утверждает, поезд человека не сбивал. Если бы сбил его поездом от такого вот дедушки, практически ничего не осталось. Тело человека вдоль путей заметил машинист товарного поезда. Об увиденном тут же сообщил железнодорожникам. Информацию о страшной находке они подтвердили. Говорят, погибшему на вид лет 60. Мужчина лежал лицом вниз рядом с техническим переходом через пути. Он не освещается и не предназначен для массового использования. Но люди им активно пользуются. В нескольких сотнях метров от железной дороги жилые дома на улице Рахимова. Нашим людям, однако, все же нипочем. Там стоит буквально 150 метров санкционированный пешеходный переход, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, со светом, со всем. У нас прививаться не хотят. Ходить-то где ходили, там и будем ходить. Трагедия, говорят сотрудники железной дороги, произошла примерно в 19:40. Прошел первый поезд. Где-то прошло между ними интервал 30 минут. Первый поезд не видел никого. И за ним следует второй поезд, вот как бы обнаруживает человек.
В этом месте, говорят специалисты, машинисты всегда внимательны и осторожны. Тут стрелочные переводы, рядом переезд и железнодорожная платформа. Скорость всегда сбавляют, поэтому мы предположили, что мужчина мог зацепиться за вагон товарного поезда. А когда состав притормозил, спрыгнул на землю. Его шапка могла слететь от удара, а мужчина упал на насыпь и по инерции кубарем прокатился еще несколько метров. Так ли это? Теперь будут выяснять следователи. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, «Вызов 112». В Казани задержали водителя БМВ, который сбил автоинспектора и скрылся от преследования в минувшее воскресенье. Им оказался 18-летний уроженец Узбекистана. Молодой человек во всем сознался. Оказалось, что он не имел права управлять автомобилем, а в стране находится незаконно. Детали у Айрата Назипова. Тихо. Воскресный вечер, Кремлевская дамба. Водитель БМВ откровенно игнорирует требования сотрудников ГИБДД, что и заставило окружающих взяться за телефоны. Погоня за ним началась еще до этого. Водитель БМВ на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина не подчинился требованию об остановке. С тех пор количество его нарушений увеличивалось в геометрической прогрессии. Включив специальные звуковые и световые сигналы, экипаж ДПС начал преследование, уходя от которого водитель резко увеличил скорость, неоднократно грубо нарушил правила дорожного движения, чем создал реальную угрозу для жизни и других участников дорожного движения. Кроме того, правонарушитель умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, после чего скрылся. На следующий день лихач был задержан. Водителем БМВ оказался 18-летний уроженец Узбекистана. Как установили полицейские, в тот вечер, скрываясь от ГИБДД, парень нарушил правила дорожного движения как минимум 21 раз. Чаще всего выезжал на полосу встречного движения и проезжал на красный. При проверке документов выяснилось, что молодой человек не имел права управлять машиной, а сам автомобиль не был зарегистрирован. Задержанный согласился со всеми нарушениями. Признал он и факт умышленного наезда на сотрудника. Стоит отметить, что 3 месяцами ранее молодой человек совершил наезд на мужчину 1989 года рождения, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и с места ДТП скрылся. Он был установлен и задержан инспекторами ГИБДД. В настоящее время в отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме этого, выяснилось, что иностранец нарушил режим проживания в Российской Федерации. Не исключено, что в будущем ему может грозить депортация. Айрат Назипов, «Вызов 112». 17-летняя девушка погибла в аварии, произошедшей поздним вечером в Чистополе. На перекрестке улиц Чернышевского и Карла Маркса столкнулись «Лада» 12-й модели и «Киа». Водитель последний, по предварительным данным, повернул налево, не пропустив встречный транспорт. Обоим водителям, как и 2 пассажирам «Лады», потребовалась госпитализация. 3-я пассажирка отечественного автомобиля скончалась до приезда скорой помощи. «Лада» 14-й модели минувшим вечером врезалась в забор на улице Адаратского. За рулем легковушки была девушка. Водительский стаж 4 года, все правила движения соблюдала, а вылетела с дороги из-за попытки избежать худшего. Ей наперерез выехал автомобиль. Столкновения с ним не было, и фактически виновата в аварии она сама. Но как раз действия второго водителя и вынудили ее на резкий маневр. О двойственной ситуации Рамиль Шайдулин. Не могу видео пока найти. У нее есть регистратор, но момента аварии найти в нем пока не смогла. Рассказывает, ехала от Ямашева в сторону Чуйкова в правом ряду. Из одного из дворов перед ней стала выезжать иномарка. За рулем сидела девушка. Той надо было повернуть налево, это здесь разрешено. Моргнула дальним светом, предупреждая, чтобы маневр не начинала. Не успеет. Но реакция водителя иномарки была обратной. Она как бы видела меня. Сначала не выезжала, мы начали подъезжать ближе, она уже до середины доехала. Мне пришлось ее объехать, я выехала навстречу и завернула, меня занесло, я врезалась. Если бы этого не сделала, то врезалась прямо в водительскую дверь иномарки. Какие были бы в этом случае последствия, не хочет даже предполагать. Всему произошедшему была масса свидетелей. Одни остановились узнать, не пострадала ли автоледи, другие помчались за иномаркой. На въезде через 2 двора, на въезде во двор мы ее догнали, подрезали. Однако все претензии к себе водитель иномарки отвергла. Столкновения не было, машины не видела, помех никому не создавала. Ее догнали, то есть она свою вину не признает, говорит, что я ничего не видела, я ничего не знаю.
Что делать теперь, не знает водитель «Лады». Ее машина хоть и на ходу, но все равно сильно пострадала. Компенсации за забор пусть и выплатит страховая компания, но у нее самой страховка сильно подорожает. Но обиднее всего быть без вины виноватой. Столкновения не было, и формально в происшествии виновата она сама. Запись момента происшествия в регистраторе так и не нашла, хотя есть все до аварии и после. Но при этом очевидцы готовы подтвердить, что путь ей преградила выезжающая из двора машина, и сообщили номер автомобиля. Теперь последнее слово будет на разборе у автоинспекторов. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.